Всем привет! С вами Кинообзор. Российский кинематограф продолжает радовать нас новинками. Наверное, каждый слышал о творении Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Хоть этот фильм был снят по небольшому абзацу, но полюбился он многим. И теперь мы можем увидеть еще один роман «Черновик». Одно из самых захватывающих произведений автора. Все начинается в нашей любимой Москве. Кирилл занимается дизайном компьютерных игр. Однажды он сам и вся его жизнь оказываются стертыми из памяти всех его близких, друзей и знакомых. Через некоторое время становится известно, что герой выбран для того, чтобы стать таможенником между множеством параллельных миров. Разгадает ли Кирилл загадку о значении этих миров? И узнает ли, кто ими управляет? Возможно ли то, что наш привычный мир является лишь чьим-то черновиком, которого в настоящей реальности нет и никогда не существовало? На протяжении всего фильма мы словно сами участвуем во всех событиях. И как Алиса погружаемся в страну чудес. Если вы у меня спросите, стоит ли идти на этот фильм, стоит! Все больше старых русских сказок оживляют и дают им вторую жизнь. Теперь не только «Три богатыря» и «Лошадь Петросяна» будут радовать нас экраном, но и другие герои. Садко, красивый на лицо с храброй душой, мужественным телом и певучим голосом, завораживает своих слушателей своей игрой на гуслях. Таким этот герой запомнился многим советским детям благодаря одноименному фильму сказки 1952 года. В новой же интерпретации особых изменений нет. Герой также отправляется в опасное, но между тем интересное морское путешествие. Там его будут ждать немало открытий, незабываемых знакомств и, конечно же, серьезных неприятностей. Но природная смекалка да верные гусли позволят Садко выйти сухим из воды в любой, даже самой сложной ситуации. На мой взгляд, комедия получилась довольно-таки удачной, хоть по своей стилистике напоминает немножко «Пиратов Карибского моря». И да, команда затонувших моряков недвусмысленно напоминает Барбоссу. Начинаешь прямо ждать, что Садко начнет требовать именовать себя капитаном. Фильм вы можете посмотреть во Дворце культуры города Канаша. Смотрите нас на телевидении, подписывайтесь в группу ВКонтакте и канал в Ютубе, ставьте лайк. С вами был Евген. Пока!